Так, то, что сейчас вы видите в репортажах, в новостях насчет улицы в Болгарии, то, что люди демонстрируют, то, что митинги, демонстрации, это все в результате тарифов, которые в ЖКХ, прежде всего электрораспределительные компании, повысили тарифы. Но эта тенденция, которая появилась давно, она началась еще после того, как выборы выиграли политическая партия ГЕРБ. Экономическое состояние страны ухудшилось очень чувствительно. Очень много людей остались без работы. Мелкий и средний бизнес фалировал в большом проценте, потому что злой гений, который появился у нас в Болгарии, это был министр финансов Семен Дянков, который бывший служитель Всемирного банка. Практически он разрушил и здравоохранение, он разрушил пенсионную систему, и под конец все, что случилось вот насчет электроснабдительных компаний, это была та капелька, которая уже перелила воду в стакан. Я хочу сказать, что вот коррупция, которая существует при этом правительстве, она чудовищная. Вот примерно по статистике болгары в прошлом году стали курить на 50% меньше. То есть государство не успевает собрать приблизительно 1 800 000 000 левов государственный бюджет, потому что идет чудовищная контрабанда сигарет. И все это идет в карманы управляющих. Насчет этих пресловутых ЧЭС, ЭОН и Проэнерго, положение таково. Вот сейчас я даю тоже один пример. Во время нашего управления соцпартией в Болгарии в управительном совете ЧЭС был наш представитель, который получал заработок где-то около 1500 левов. Это приблизительно 750 евро в месяц. Сейчас представитель ГЕРБа получает 10 000 левов. Вы представляете, о чем идет речь? Кроме того, эта система аутсорсинга услуг, которые дают, так сказать, целая плеяда фирм, они делают это, не участвуя в конкурсах, в тендерах. И обычно, вот примерно насчет ЭОН, там оказывается, что управитель одна женщина-управитель, она является управителем почти всех фирм, которые делают такие подисполнители и доставщики услуг. Вот в этом плане вот та чудовищная коррупция, которая появилась исключительно в этих структурах, она сделала так, чтобы в результате мы получили вот это завышение тарифов. Кроме того, в Болгарии очень высок процент возвращаемости инвестированного капитала. Это почти 16%. То, что на Западе, это немыслимо. Вот примерно даже в Англии там 15%, но если ты начинаешь строить новую атомную электроцентралу, а вот покупатель Болгарии этих электрораспределительных сетей, он получил готовые сети, и все равно у него 16% возвращаемость капитала. Кроме того, к сожалению, в этом правительстве, в государственных институциях были назначены свои люди. Это люди, которые были очень некомпетентные. Вот в области энергетики появились люди, которые филологи, парикмахеры, которые занимаются отчетом счетчиков и занимаются включительно, вот такой пример. В этих контрольных органах Государственной комиссии по энергийному и водяному регулированию только одна женщина-профессионал. Все остальные аудиторы и проверяющие люди, которые ничего общего не имеют с энергетикой. В этом плане, то, что мы получили сейчас на улице, люди, все это стартовало с требованием, которые имеют социальный характер. Это прежде всего требования левые, но практически сейчас на улице уже требования политические, и она касается политического класса в Болгарии. Насчет политических требований, вот примерно улица требует, у них где-то около 120 требований, но практически реализуемы только 9-10. Вот ребята сжигают на улице Конституцию Болгарии, а потом уже признаются, что они ее не читали.
значит, на улице хаос, и в большом плане тут очень большая опасность, потому что мы видим, как отдельные властовые центры хотят протолкнуть своих людей, чтобы они стали руководителями протеста, и потом они успели, чтобы потом они бы успели войти в управление страны. Но это очень опасно, потому что это люди, некоторые из них, которые профессиональные революционеры, они же участвовали последние 10 лет в организации многих других митингов, которые имели прежде всего корпоративную проекцию. Я думаю, что надо идти плотно по закону. У нас в Болгарии конституция, которую принял болгарский парламент. У нас, конечно, есть проблемы, потому что сейчас управляющая партия делает все возможное, чтобы выиграть выборы нечестным путем. Даже был так, конечно, сейчас правительство в отставке, но у них были планы, чтобы министр МВД стал руководителем предвыборного штаба управляющей партии. Вы представляете, министр МВД, который командует предвыборный штаб ГЕРБ, и в то же время командует целое министерство и полиция, которая практически индиректно участвует в выборах. Вот в этом плане я думаю, что сейчас в мае, когда будут выборы, у болгарского народа будет еще раз возможность выбрать тех, которые считают достойно защищать его интересы. Практически единственная оппозиционная партия, которая имеет большой вес в болгарском обществе, это Социалистическая партия Болгарии. И, конечно, мы тоже готовимся к выборам и надеюсь, что мы их выиграем.